بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Восхваляем Всевышнего Аллаху Субханаху ва Тааля, который достоин всех наших похвал. К Нему обращаемся за помощью, и у Него просим прощения совершенных грехи, и к Нему прибегаем от зла наших душ и наших дурных поступков. Тот, кого Аллах Субханаху ва Тааля наставил на истинный путь, то никто не ведет его в заблуждение. Тот, кого Аллах Субханаху ва Тааля ввел в заблуждение, то никто не сможет наставить его на истинный путь. И я свидетельствую, что нет божества достойного поклонения, кроме Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, который един и нет у него товарищей. И свидетельствую, что Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, его раб, его посланник. Амма ба'д. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Иншааллах, продолжим чтение хадисов из сборника Абу Дауда, рахимахуллах. И сказал Абу Дауд Сулейман ибн Аш'аth ас-Сиджистани, рахимахуллах, да смеялся над ним Аллах, в книге Ат-Тахара, книга очищения, 5 глава, Баб рухсати фи залика, глава о разрешенности этого, то есть разрешенности направляться лицом в сторону киблы во время справления нужды. Так как 4 глава до этого была о Бабу карахияти, глава о нежелательности, истикбаля киблати, направляться, то есть сидеть лицом в сторону киблы, а инда када иль хаджати, во время справления нужды. И там приводились хадисы, в которых были слова, то, что Пророк Мухаммад салям запрещал сподвижников садиться лицом или спиной, садиться лицом в сторону киблы при справлении большой или малой нужды. Или также был хадис Абу Хурайры, которым Мухаммад салям сказал, что если один из вас будет справлять нужду, то пусть не садится лицом или спиной в сторону киблы. И хадис Абу Аюба аль-Ансари, ради Аллаху анху, что посланник Аллаха сказал: когда вы пойдете в место справления нужды, фаля тастакбилу киблата, то не садитесь лицом, бигаитин, во время справления большой нужды, валя баулин, исправления малой нужды, валякин, а шаррику, садитесь на восток, аугарибу, или же на запад. Ну, это касается Медины, потому что там же на юг это будет Мекка, Кааба, на север будет спиной, поэтому Мекка и подобные местам нужно поворачиваться или же в другую сторону. Здесь уже самое оптимальное, это на восток и на запад. И затем автор привел 5 главу Баб рухсати фи залика, разрешенность этого, так как мы уже упоминали, что в этом вопросе много мнений ученых. Можно или нельзя садиться, то есть справлять нужду, сидя лицом или спиной в сторону киблы, в сторону аль-Каабы. И вот хадисы были запрещающие, поэтому было приведено мнение там приводится до 8 мнений между учеными в этом разногласии, от полного запрета до полного разрешения между ними. И вот 5 глава, и приводится хаддасана, нам рассказал Абдуллах ибн Маслама аль-Каанаби ан Малик ибн Анас, рахимахуллах, ученый Медины, основатель одного из масхабов, маликитского масхаба, известный факих, мухаддис, который приводит хадис во всех 6 сборниках хадисов. Ан Яхья ибн Саид аль-Ансари, рахимахуллах,
عن محمد بن يحيى بن حبان, со слов этого передатчика, عن عمه, со слов его дяди, со стороны отца, Уасия ибн Хаббана, عن عبد الله بن عمر, со слов Абдуллаха ибн Умара, رضي الله عنه, Абдуллах ибн Умар ибн Хаттаб, известный сподвижник, قال, который сказал, لقد ارتقيت, однажды я поднялся аля захриль бейти, на крышу дома, фараайту, и увидел Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям аля лабинатейни, увидел посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва салляма, который сидел на двух кирпичах, с необожженных кирпичах, сидел, справляя нужду, мустакбиля бейтиль макдиси, лицом в сторону Бейтиль Макдис, мечети Аль-Акса, Иерусалима, ли хаджатихи, то есть во время справления нужды. Этот хадис приводится у Абу Дауда, он приводится также в Бухари, Муслим, Тирмизи, Насаи, Ибн Маджа. Приводится во всех 6 сборниках данный хадис, что он увидел посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям именно в этом положении. И понятно, что это он увидел случайно, не специально. Он же поднялся на крышу, Мухаммад там между домов справлял нужду. И, как уже мы говорили, что в Медине вначале не было туалетов. Нужду справляли или же уходили далеко, или же в таких местах, где человека не видели. Только потом начали строить специальные места, туалеты для справления нужды. И вот Ибн Умар, что парень поднялся на дом, на крышу дома, имеется в виду крыша дома Хафса, его сестры. То есть его сестра Хафса, дочь Умара ибн Хаттаба, являлась женой посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому он поднялся на крышу ее дома. Впоследствии этот дом стал его домом, потому что когда Хафса умерла, Ибн Умар наследовал этот дом. Получается, на крышу, он даже приводится в некоторых риваятах, на крышу своего дома поднялся. То есть своего дома в будущем уже. Здесь пока он еще был молодым парнем при жизни пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. То есть, как было сказано, что он увидел пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям случайно. То есть Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, он скрывался, то есть он не хотел показывать, потому что тем более такой момент справления нужды. Человек же его обычно скрывает, не показывает, делает совершенно вдали от людей. Поэтому, то есть, и вот это действие пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, то, что он, то, что Ибн Умар увидел, сидел спиной, получается, к Каабе и лицом Бейтиль Макдис. То есть это, скажем, Иерусалим или мечеть Аль-Акса, потому что Бейтиль дом, Макдис это очищенный, то есть чистый дом. Поэтому Бейтиль Макдис или Бейтиль Мукаддас называют мечеть Акса или Иерусалим. То есть очищенный или чистый, то есть дом Аллаха Субхану ва Тааля, мечеть. Поэтому и здесь, скажем, пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям скрывал, его не видно было. Поэтому, если бы это было так важно, то Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям это объяснил бы. Потому что любое действие нужно объяснять. А Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям это не прокомментировал вообще никак. Поэтому, по мнению некоторых ученых, что этот хадис не может быть доводом на то, что это разрешено. Потому что там, тем более, есть разные объяснения всего этого. То, что вот Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, может, скажем, показалось, тем более Мухаммад скрывал же, не показывал это действие. То есть, и там, может, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям ошибся сам. Или, скажем, он, может, сидел там чуть там, в другую сторону немножко, там, градус был другой, но показался, сидел, да, скажем, что спиной, что лицом сидел, спиной ровно показалось. Поэтому, скажем, по мнению некоторых ученых, этот хадис не может быть доводом на разрешение это. Потому что если Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал бы, объяснил бы, что вот я так делал, так делайте, это разрешено, дозволено, тогда бы это было без вопросов. А здесь это все произошло, скажем, случайно, нечаянно. И поэтому приводят разные принятия данного хадиса, как сказал имам Аш-Шаукани, что данный хадис как довод приняли те ученые, которые разрешили сидеть спиной и лицом в сторону Каабы вообще. И сказали, что данный хадис отменяет те хадисы. Те, где был запрет, сказали, что этот хадис отменяет. Их аннулирует, делает хадисами мансух, поэтому, скажем, дозволено 100%. И сказали, что это является дозволенным полностью. И также этот хадис используют те, которые считают, что, скажем, между зданиями дозволено сидеть спиной в сторону Каабы.
Потому что это нельзя говорить только на открытой местности. Где-то в пустыне, в поле, где нет ничего, где ровное место, нет ни деревьев, там нету ни гор, ничего. В этом месте запрещено. А среди зданий там есть стены, которые препятствуют, тебе не видно. Это дозволено. Это мнение некоторых ученых, и они данный хадис используют как довод в свою пользу. Также некоторые используют, что Мухаммад сидел за спиной к Каабе, лицом. Получается, то есть лицом нельзя нигде, а спиной можно в зданиях. Поэтому тоже можно понять. Вот когда отводят один хадис, и если хадис объединять, там много разных подходов ученых. Потому что там уже разрешают полностью, некоторые запрещают полностью. Вот там Ибн Хазм разрешал. Масхаб Ханафи, мы говорим, что это макрух тахриман, вообще, без разницы, на поле, в здании, в пустыне. Они поставили выше хадис запрета, потому что там слова. Здесь действие, а там слова. А по одному из по правил усуль фикх, правил фикха, если есть слова про Мухаммада саллям, они всегда стоят выше, чем действие. Слова они перечеркивают, ставятся выше, чем действие. Поэтому слова есть, они явные, конкретные. Действие, оно, скажем, предполагает, что другое возможно. Поэтому, скажем, исходя из этого, любые хадисы, где запрет, они выше стоят. Где разрешение, они действия. И уже друг друга не может их какое-то именно привести мнение к этому. Поэтому это вот мнение Шаукани. И, как сказал вот автор толкования Абу Дауда, что этот хадис говорит, не является доводом, то, что даже дозволено сидеть спиной в сторону Каабы, тем более не является доводом, что может сидеть лицом в сторону Каабы во время справления нужды, потому что, скажем, чтобы сказать, что это был, скажем, отмена, нужно знать дату, когда это было. Потому что есть такая вещь, насх, аннулирование. Это один из способов, когда есть два хадиса, они друг другу противоречат. Значит, один из них может быть отменять другой. Но для этого нужно знать время. Что когда это было сказано слова, когда это было действие сделано. Если время известно, скажем, и когда там нет других способов, тогда можно сказать, что это отмененное. Но когда время неизвестно, когда это было точно раньше слов или позже слов, поэтому время неизвестно, сказать, что действие аннулировано будет очень сложно, то есть даже невозможно. Поэтому это тоже один из подходов, когда доводы различаются, что делать в этой ситуации. Поэтому здесь нам неизвестно. До запрета не были или после запрета, поэтому, скажем, аннулировать мы здесь не можем, как считают некоторые ученые. И поэтому и данный вот хадис, который хадис достоверный, известный, и, скажем, масхаб Ханафи его не принимают, считают, что действия, а не слова. В других масхабах они объединяют. И говорят то, что, скажем, вот те хадис запреты, хадис Ибн Умара, они их объединяют вместе и говорят то, что в поле нельзя, а в зданиях можно. Это, скажем, это мнение остальных трех масхабов в этом вопросе. И, скажем, хадис, говорит, немного не соответствует главе. Глава была дозволенности. Чего? Дозволенности сидеть лицом в сторону киблы. А здесь у нас он сидел спиной же, поэтому получается, скажем, немного не сходится. Он же Мухаммад не сидел лицом никогда. Спиной, да, лицом не сидел никогда. Поэтому, скажем, сказать, что дозволено, будет сложно. Сложно, кроме как, если сказать, что, скажем, сидеть лицом спиной это одно и то же, одинаково. Одинаково, поэтому, как нет между разницы, тогда хадис немного подходит под это действие. Поэтому уже хадисы есть, но ученые, они ищут пути, их объединения. Поэтому кто-то их объединяет. И хадис использует, часть использует в одном месте, другой использует в другом месте. Кто-то, получается, стоит выше один, чем другой хадис. Кто-то, получается, скажем, вообще все хадисы отменяет. Поэтому, скажем, когда есть противоречия между хадисами, в усуль фикх есть пути, как из них уйти. И там, скажем, есть объединить, есть, скажем, то есть ставить выше, чем другие хадисы, то есть тарджих, предпочтение, есть там аннулирование, есть вообще, скажем, то есть оставить оба их, не действовать, когда непонятно, что с ними делать. И между этим, скажем, у ученых есть разные подходы к этому. Поэтому, скажем, прежде чем что-то сказать, нужно знать усуль фикх. То есть науку о правилах фикха. Потом, скажем, не зная эту науку, скажем, хадис ты, скажем, не сможешь их что-то с ними сделать.
так и будут ходить, не понимая, что из них предпочесть, что там отменить или так далее. И второй хадис в этой же главе. Каля сказал Абу Дауд, хаддасана, нам рассказал Мухаммад ибн Башар, известный как Аль-Бундар, известный как Бундар, и человек, который единогласно принят учеными, как передача хадисов, шейх Абу Дауда. Каля сказал, хаддасана Вах ибн Джарир, Каля сказал, хаддасана Аби, рассказал нам мой отец, Джарир ибн Хазим, рахимахуллах. Каля сказал, сами'ту Мухаммад ибн Исхак. Я слышал, как Мухаммад ибн Исхак, Аль-Мадани, живший в Ираке, он больше известен, есть споры о том, принимать или не принимать его хадисы, но Мухаммад ибн Исхак, он известен то, что он собрал книгу по Сирии. То есть первый, кто собрал книгу, громадную, большую, по Сирии, то есть Аль-Магази, называется Магази, то есть походы пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, Сира. Но эта книга, она является утерянной, но эту книгу сократил Ибн Хишам. То есть сократил, убавил, эта книга, она сохранилась. То есть сокращенный вариант книги Мухаммада ибн Исхака, Ибн Хишама, она имеется, сейчас переведена на русский язык, имеется, а вот сам оригинал, он до сих пор не найден. Книга была, известно, что книга была, автор известен, но книга пропала. Не найдена до сих пор. Поэтому есть такие вещи, что книга есть, упоминается, а ее на самом деле нет ее. И поэтому много книг сейчас находятся в рукописном варианте. Рукописные книги. Лежат очень много книг в библиотеках мира, как исламского, так и неисламского. Потому что есть, скажем, и в Европе есть библиотеки, где там очень много книг рукописных арабских. Даже туда не могут попасть мусульмане иногда, закрыты для них. И в Стамбуле, в Рияде, там, в Медине, в других странах есть библиотеки, книги рукописные, они там и пока еще даже лежат. Никто их там не издал в современном. То есть, и вот потихоньку там эти книги часто издаются, находятся книги, их издают, переводят на современный вид эти книги. Поэтому вот книга Мухаммада Исхака пока еще не найдена. А сам он, там разные мнения по поводу его хадисов. Кто-то говорит, что он принимает хадис, кто-то говорит, что хадисы вообще его не принимает, как имам Малик, его считал хадисы неприемлемыми. Но мнение тех, которые считают его нормальным передатчиком, они превосходят мнение тех, кто считал, что его хадисы немного имеют слабость. Юхаддиту, он рассказал, ан Абана ибн Салиха, со слов Абана ибн Салиха, ан Муджахид ибн Джабр, тоже известный, то есть Макки, живущий в Медине, Аль-Мукри, то есть чтец Корана, имам в тафсире, потому что поэтому любой тафсир, открывая тафсир Ибн Кафира, любой тафсир там приводится от Муджахида. В каждом аяте есть мнение Муджахида. Ибн Джабра, имам тафсира, имам хадиса, известный, ан Джабир ибн Абдиллахи, со слов Джабира ибн Абдуллаха, радаллаху анху, известный подвижник, Каля сказал, Нахан Набиюллахи саллаллаху алейхи ва саллям, пророк Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям запретил ан настакбиль аль-киблята, чтобы мы сидели лицом в сторону киблы, бибаулин, во время исправления малой нужды, фараайтуху, и я видел его, кабля ан юкбада биамин, и я видел его до его смерти за год до его смерти, что он сидел лицом в сторону киблы. Получается, Мухаммад запрещал же до этого, хадисов много было, но сказал Джабир Абдуллах, что я видел за год до смерти пророка Мухаммада, что он сидел свою нужду лицом в сторону аль-киблы. Хадис приводится также в сборнике Тирмизи, в сборнике Ибн Маджа и других хадисов, поэтому данный хадис также является доводом тех ученых, которые считают, что можешь сидеть вообще в любом месте, лицом или спиной в сторону киблы во время исправления нужды. И данный хадис есть разногласия в его достоверности. Часть ученых считают его достоверным хадис, часть ученых считают его хадисом слабым. И сказал Шаукани, хадис посчитал Хасан приемлемым имам Ат-Тирмизи, приводится слово Бухари, что хадис является достоверным, его считал достоверным Аль-Баззар, также Ибн Сакан, имам Навави сказал, то есть имам Навави, то есть таваккафа, воздержался от мнения вообще, сказал, никто не другой сказал.
Если когда ученые сомневаются, он воздерживается, ничего не говорит. Ни то, ни другое. Тут сказал то, что хадис считается слабым, то есть там из-за передатчика. Поэтому, если хадис достоверный, то, скажем, опять действие, так это же не слова, а действие опять Джабир ибн Абдуллах увидел один раз это действие, поэтому он не указывает на то, что это практика была постоянная пророка Мухаммада саллаллаху алейхи. Во-вторых, это то, что вот там Мухаммад была как причина уважительная для этого, по-другому не мог он. Или же, что это было в зданиях, не в поле же было, а внутри зданий, поэтому там еще есть ограничения. Нет ученых сказать, что хадис слабый вообще, поэтому если слабый, значит не действует. Ну, это хадис принимает, кто не принимает. Поэтому, если он слабый хадис, то вообще нет проблем. Так ведь? Потому что те хадисы, где Мухаммад запрещал, они в Бухари Муслим приводятся, достоверные. Если слова, значит, скажем, он не может не противоречить им. Если хадис достоверный, тогда получается, там слова, здесь действия. Там хадис все равно посильнее, чем этот хадис. Там Ибн Умар хадис один раз было. Хадис вот, для Абдуллах один раз было. А там Мухаммад сам сказал, это все сахаба это поддерживали, большинство. Поэтому, то есть хадис такие есть. Есть, разногласие оно есть, было и будет. Остается, поэтому в любом случае ученые, когда дают шарх этим хадисам, и говорят, что хадис достоверный, говорят то, что, да, он указывает, что все-таки есть, так скажем, да, вариант, что возможно, да, но в любом случае хадис запрет, они сильнее, конкретнее, и поэтому лучше всего везде и всегда, и в здании, и на поле не садиться ни лицом, ни спиной в сторону Каабы. Никогда, нигде. Поэтому, исходя из разногласия, удалять от него, поэтому, когда человек справит нужды, когда человек строит туалет, не строит, да, в другую сторону, надо строить построен, да, уже. Тут построился, да, в сторону Каабы. Как будто хадис Абу Аюба. Приехали в Шам, а там туалет построен в сторону Каабы. Там уже построен был до этого уже. Поэтому его не сломаешь. А если же, что есть, то есть. Если хадис уже, а если ты строишь заново, тогда строй уже нормально, да, в другую сторону, поворачивай его, чтобы не было проблем. Поэтому построено, там уже посмотришь, что делать. Как обои будешь сидеть правее или левее, да. А когда строишь, будешь уже строить правильно. Избегай разногласия, потому что проблем, тем более, как сказал Масхаб Ханафи, что эта вещь запрещена в любом случае. И в здании, и в поле, лицом спиной запрещено. Это масхаб, который запрещает. Поэтому подальше всех разногласий в этом вопросе. Следующая глава Бабун Кейфа такашуфу андаль хаджати. Как нужно обнажаться, снимать одежду во время справления нужды. То есть как снимать одежду во время справления нужды. Хаддасана нам рассказал Зухайр ибн Харб, известный ученый, который хадисы принимаются. Каля хаддасана Ваки, нам рассказал Вакия ибн Джаррах, Аль-Куфи, тоже известный ученый. Ан Аль-А'маш, Сулейман ибн Махран, тоже известный ученый. Ан Раджулин, со слов одного человека, то есть со слов мужчины, то есть его имя не указывается, безымянный. Некоторые назвали его Аль-Касим ибн Мухаммад. В некоторых риваятах, в некоторых сборниках приводится, что этого человека звали Касим ибн Мухаммад. Получается, если просто мужчина без имени, получается, хадис автоматом превращается в слабый. Так как этот человек неизвестен, проверить невозможно. Когда есть имя, уже можно проверить, кто он такой, поискать в книгах его биографию. А просто мужчины одного, и то, что его называют Аль-Касим ибн Мухаммад, это как приводится в сборнике Сунан Байхаки. Ан ибн Умара, со слов Абдулла ибн Умара, радаллаху, уже предшествовало, анна наби саллаллаху, что пророк саллаллаху, кана, ида арад аль-хаджатан, когда он хотел справить нужду, ла ярфау thawбаху, не поднимал свою одежду. У них одежда была такая, которую не спускал уже. Не поднимал свою одежду для справления нужды. Хатта, пока не едну меня арды, пока не приближался к земле. Пока садился, потом только поднимал одежду. У них же другая одежда была. Мы сейчас одежду спускаем, они одежду поднимали. У них же был изар был, были платья, были изар, поэтому таких брюк было не так часто. Да? Поэтому они одежду поднимали в их время. А мы же одежду спускаем, потому что у нас сейчас брюки же чаще всего.
Поэтому факт, что Мухаммад не снимал одежду, пока не, скажем, уже приближался к земле. Поэтому здесь, скажем, вопрос касается, если человек исправляет, скажем, нужду где-то в поле, да, где люди есть, поэтому где его возможно увидеть, получается, там нужно скрывать. Тем более аурат. Показывать аурат является запрещенным, харам, и скажем, он сделал так, чтобы аурат было, скажем, как можно меньше было, скажем, могли увидеть его аурат. Меньше осталось вариантов, и тем более еще это аурат, а аурат нужно, скажем, скрывать. Скрывать, даже когда человек находится даже один. Потому что раньше, если человек справляется в поле, там, да, понятно, там нужно себя оберегать, да, чтобы не увидели. А когда ты, скажем, заходишь в туалет, и тебя никто не видит, там же какая проблема, да? Стоит там или сидит, это сделал. С одной стороны. С другой стороны, когда Мухаммад спрашивали про, скажем, обнажение аурата, то есть ходить без одежды, и когда спросили, то, что если человек находится один дома, никого нету, можно там ходить, скажем, с обнаженным ауратом? На что Мухаммад сказал: «Фаллаху ахаку ан юстахя минху минан наси». Аллах тогда, скажем, более достоин, чтобы его стеснялись, чем люди. Получается, даже когда ты один, тебя же Аллах тебя видит. Поэтому даже когда один, нужно стараться не ходить обнаженным, раздетым. Нужно стараться одеваться, закрывать, потому что нужно Аллах стесняться больше, чем людей. А с другой стороны, в туалет, когда у тебя закрыто, тебя никто не видит, и ведь невозможно, там уже, в принципе, скажем, не проблема, как снимать одежду, с одной стороны. Хотя, скажем, там есть оба мнения присутствуют у ученых. Поэтому, если человек находится где-то в поле, там, в пустыне, там, получается, желательно ему снимать одежду, когда, скажем, уже почти что сядет. А в здании там есть два мнения, разногласия между учеными. Поэтому вопрос аурата касается. И каля Абу Дауд, сказал Абу Дауд, раваху Абдуссалям. Этот хадис привел Абдуссалям ибн Харб, ан А'маш, со слов А'маша, который предшествовал, ан Анас ибн Маликин, со слов Анаса ибн Малика. Здесь уже нет того мужчины, другая цепочка передатчиков. Вахуа да'ифун, и хадис является слабым. То есть Абу Дауд хадис назвал слабым, хотя многие ученые хадис посчитали достоверным. То есть, потому что все-таки проблема в А'маше, потому что есть А'маш, он, как говорят многие ученые, он не встречал Ибн Анас ибн Малика. То есть А'маш таби'ин, Анас ибн Малик сподвижник. Получается, скажем, по мнению многих ученых, не слышал, то есть не видел, не слышал Анас ибн Малика. Хотя есть другие ученые, которые говорят, то, что А'маш встречал Анаса и даже слышал его некоторые высказывания. Поэтому здесь иногда спорят, таби'ин видел, не видел сподвижника. То есть он таби'ин, не таби'ин вообще. Он сахаба встречал, не встречал. Есть иногда споры между учеными, поэтому если видел, получается хадис соединенный. Если не видел, хадис, получается, называется, скажем, как мурсаль. Там есть цепочка прерывать. Значит, что-то тут есть там между ними. Между А'маш и Анас что-то должен быть, а он нам неизвестен. Поэтому неизвестен наш хадис, опять-таки, он проблематичный получается из-за этого. Поэтому желательно человеку при решении нужды, когда есть люди, тем более, где-то там нужно стараться, чтобы люди его аурат не увидели. Снимать одежду так, чтобы, скажем, снимать одежду по минимуму, и так, чтобы люди тебя не увидели. Стараться. Мухаммад сам так совершал, тем более это было, когда вне здания, да, вне туалета, по тем временам. А следующая глава «Бабу карахиятиль калями айдаль халаи» или айдаль хаджати. То есть глава нежелательность разговоров в туалете. Здесь сказано в одном версии, в другом версии приводится во время исправления нужды. То есть нежелательность разговоров, разговаривать во время исправления нужды или же в месте, где нужда справляется, в туалете. Каля, сказал Абу Дауд, хаддатана, нам рассказал Убайдуллах ибн Умар ибн Майсара, сказал حدثنا ابن المهدي عبد الرحمن ابن المهدي قال حدثنا عكرمة بن عمار عن يحيى ابن أبي كثير صصوف يحيى بن كثير عن حلال ابن عياد или же Аяд ибн Хиляль. Это человек, которого спор есть. Имя отца и имя самого. Получается, Хиляль сын Аяда или же он Аяд сын Хиляля. Наоборот. То есть там ученые спорят, какой из них более правильно. То есть там непонятно, кто чей сын, да? То есть имя есть, но имя перепуталось. И точно неизвестным между учеными.
Каля хаддасани, сказал мне, рассказал Абу Саид Аль-Худри, известный сподвижник из числа ансар, который больше известен как Абу Саид Аль-Худри в книгах. Его звали Саад ибн Малик ибн Синан. Его имя Саад ибн Малик ибн Синан Аль-Худри Аль-Ансари. Он сам и его отец являются подвижниками, и который передал много хадисов. Каля, он сказал: Сами'уту Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям якуль. Я слышал, как посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям говорил: لا يخرج الرجلان пусть, говорит, не выходят два человека, то есть здесь сказано двое мужчин, но мужчин имеется в виду два человека. И две женщины, и мужчина и женщина это одинаково. Поэтому чаще всего в аятах или в хадис приводится слово раджулян, мужчина. Но это касается и мужчин, и женщины. Потому что Мухаммад обращался к мужчинам обычно же, не к женщинам, поэтому он говорил в мужском роде. Но эти вопросы, они общие, поэтому и двое мужчин или двое женщин одинаково. То есть пусть не выходят двое мужчин, ядрибан иль-гаита для справления нужды, пусть два человека не идут справлять нужду вместе вдвоем, кашифайни ан ауратихима, обнажив свои аураты, получается, сидят рядом, да, то есть два человека, то есть какой пригляды, исправляют нужду рядом с друг другом, еще не ятахаддасани, еще разговаривают. То есть пусть сидят двое, исправляют нужду рядом, еще разговаривают в это время, как будто сидят, как будто чай пьют, да, сидят, как будто сидят в каком-то месте, да, там болтают, сидят в это время. Фаинна Аллаха азза ва джалля, и пояснил Аллах субхану тааля, ямкуту аля залик. Аллах тааля это действие ненавидит. То есть это действие, когда два человека справляют нужду рядом, их аураты открыты, еще разговаривают в это время, это действие Аллаху ненавистно. Аллах эту вещь очень сильно не любит. Поэтому, скажем, здесь два запрета, да? Два запрета. Первое, то, что касается аурата. То есть по исламу открывание аурата является харам. Запрещено, поэтому не могут два человека сидеть рядом с друг другом без какой-то там ширмы, преграды, справлять нужду. И наблюдая, видя аурат друг друга. Это первый запрет. Второй, получается, все разговоры, да? То есть сидеть разговаривать в это время, во время исправления нужды. Поэтому здесь аурат открывать харам, это же, можно сказать, единогласно. А вопрос разговаривать во время исправления нужды, это считают, многие ученые считают не харам, а макрух, нежелательным действием. Потому что, скажем, во время исправления нужды ты мог сказать, там, обнаженный, а есть много хадисов, где, к примеру, то есть Мухаммад салям, будучи обнаженным, отвечал на вопросы. Есть хадис, скажем, Умму Хани, в год завоевания Мекки, Мухаммад салям, когда завоевали Мекку в 10 году по хиджре, он в доме своей родственницы, тети Умму Хани, совершал гусль, и Фатима держала, то есть, материал, и там, Мухаммад салям, там за материалом справлял нужду. Умму Хани зашла и спросила, Мухаммад салям ответил. Он же был голый, так, вернее всего, он же был голый, без одежды, когда справлял нужду, когда брал гусль. И когда он ответил на вопрос. Получается, когда человек голый, разговаривать можно в основе изначально. Или хадис Аиша радхиаллаху анха, где рассказывает, что она совершала гусль с пророком Мухаммадом салям, когда у них был один таз, воды было мало, и Мухаммад, когда брал, она говорила: не оставь. То есть два человека, муж и женой, совершают гусль, и обычно, когда человек же обнаженный совершает гусль, и начинает разговаривать в это время. Поэтому, когда человек обнаженный, разговаривать, в принципе, не запрещено. Поэтому, когда во время исправления нужды, это считается нежелательным, некрасивым. Поэтому, в любом случае, когда человек сидит в туалете и справляет нужду, разговоры являются нежелательными, запрещенными, кроме как если человек вынужден. Да? Если есть нужда острая, что-то сказать, тогда можно. А если нет нужды, получается, это действие запрещено. Тем более, как некоторые ученые говорят, то, что у человека же есть ангелы, которые записывают слова. Если он заходит, получается, они вынуждены заходить за ним. Это создает проблему ангелам, которые записывают его речи, все его слова. Поэтому здесь можно сказать, что оба действия, исправление нужды вместе, рядом, аураты, показывают другу, это запрещено, вызывать гнев Аллаха. И еще разговаривать, тоже вызывать гнев Всевышнего Аллаха субхану ва тааля. Поэтому и то, и другое является запрещенным. И здесь, скажем, есть разногласия,
То, что во время исправления нужды, это однозначно нежелательно в процессе. А если, получается, после уже, когда вот есть туалет, да, то есть туалет, человек заходит туда, чинит кран, да, чинит там трубы, чинит, заходит, или там плитку клеит, да, в туалете, там красит и так далее. Он не справляет нужду. Если уже получается вот разногласие. Одни ученые говорят, что человек нужду не справляет, значит, разговаривать там можно. Другие говорят, что туалет, значит, получается, лучше не разговаривать. В любом случае, все возвращается именно к нужде. Есть нужда, разговариваешь, нет нужды, не разговариваешь. Тем более, сейчас у нас туалеты, скажем, изменились. Раньше туалет же был такой, как деревенский, да? Динелис был там, рядом был, да? А сейчас у нас унитаз, там все смывается, остается чистым. Поэтому вроде туалет, а ничего нету. Вроде место исправления нужды, а анализ, он смывается, уходит, да, по трубам, его там нет. Поэтому место как будто считается чистым. Поэтому вопрос возникает часто в настоящее время, если есть совмещенный санузел, да, где ванна, там раковина, то унитаз стоит в одной комнате. Так ведь? У нас сейчас много таких же помещений. У нас даже в Хадж поешь, там много, да, таких гостиниц, да, там, где все в одном. Так же, как удобнее строить, получается. Проще. И здесь, когда возникает вопрос, если там унитаз стоит, сейчас туалет же, что и ванна есть. Это что, туалет или ванна, да? Что делать? Там, когда можно взять, там, говорить бисмилля, там, да, можно вообще здесь разговаривать в этом помещении. Это вопрос, он споров. Одни ученые говорят, что, скажем, если ты, унитаз стоит в углу, да, а ванна там стоит в другой части, ты когда заходишь туда, сказал же, есть дуа при входе в туалет, да, сказал дуа, зашел, нужду справил, скажем, смыл, потом отошел к ванне, все, ты просто с туалета ушел, ты уже зашел в ванную, значит, теперь можешь сказать бисмилля там. Значит, уже, скажем, можно не туалет. Да, перед омовением. И кто-то говорит, что, скажем, бисмилля говорит языком, или может сказать, скажем, бисмилля зикр сделать, скажем, в сердце внутреннем. Потому что, скажем, делать зикр же мысленно, да, не запрещено. Да, когда справишь нужду, ты можешь думать, ты можешь считать, да, мысленно, можешь там зикр делать мысленно. То есть не вслух. Но здесь запрещено говорить, произносить, чтобы у тебя губы, рот шевелились, скажем, в туалете. Во время исправления нужды. Поэтому, а мысленно это никто не запрещает. Оно нужно сказать бисмилля языком. Поэтому кто-то пытается говорить, что это туалет отдельно, унитаз, это отдельно, да. Здесь одно, здесь другое. Как не смешивать. Кто-то говорит, что там унитаз есть, получается как туалет, все вместе. Значит, нежелательно. Поэтому нужно выходить, сказать бисмилля, опять заходить, да. Поэтому здесь каждый подход свой. Как я слышал, в Турции то же самое же, и там говорят, что их местные там шейхи, их ученые турецкие, говорят, справил нужду, да, там то же самое, то есть унитаз, раковина стоит, да, в одной маленькой комнате, тесной. Ты справляешь нужду, смыл, крышку закрыл, все, да, теперь ты не в туалете. Все, теперь ты можешь потахать уже, все, что хочешь делать, там, как будто уже ты находишься вне туалета. Поэтому здесь вот разные подходы, то есть кто-то говорит не желательно, кто-то говорит можно. То есть есть. И, скажем, сказать 100% будет тоже сложно, так как считать, что чем, да, то есть туалет не туалет. Вот это, скажем, такая проблема. Поэтому, скажем, когда все отдельно, все проще, да, и легче, да, когда объединено, там уже вот проблемы начинают возникать. Без меня говорить, не говорит, когда туалет, где туалет, кончается, где начинается, да. Поэтому ломаем стену, когда ставим какую-то ширму, да, скажем, закрываем и уже без проблем заходим, выходим. Ну, Аллах алям, то есть я считаю, что, скажем, если ты уже справил, ушел, там все, там уже не туалет, да, вот унитаз туалет, тем более там чисто все смывается, да, здесь уже не туалет, поэтому я так склоняюсь, но Аллах алям, Аллах-то лучше знает. Кто-то может сказать, да, а кто-то может сказать по-другому, да. Поэтому вот, скажем, хадис, то, что вот Мухаммад сам запретил людям, чтобы они выходили справлять нужду, да, сидели рядом с друг другом. Есть что-то общественное, да, все вместе, да, скажем, и что тем более разговаривают во время, как будто там сидят там в гостях, да, чай пьют, там разговаривают, там обсуждают разные темы, это все вместе и по отдельности, ну, все это вместе является, приводит к гневу Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Хадис, этот хадис, он тоже, скажем, спорный в его достоверности, то есть некоторые ученые считают его слабым, если считать его достоверным, поэтому, скажем, но в любом случае, скажем, то, что аурат открывать нельзя, это достоверно, 100%, то, что разговаривать нельзя, тоже нежелательно. Поэтому хадисы, даже если кто-то считает слабым, его другие действия подтверждают. Хадисы и правила ислама, а если хадис считать достоверным, как считают некоторые ученые, то, скажем, он просто подтверждает другие хадисы и, скажем, общие правила ислама.
Каля Абу Дауд, сказал Абу Дауд, лям юснидху, хадис, говорит, скажем, не привел, илля, кроме Айкрима ибн Аммар, кроме Айкрима ибн Аммара, рахимахуллах, то есть получается, скажем, то есть Айкрим ибн Аммар сам, скажем, не такой сильный передатчик, это уже, скажем, вопрос, скажем, уже иснада, да, потому что это сборник Абу Дауда, Сунан, он там приводит хадис, приводит еще иснад, доказывает хадис слабый или недостоверный, и по-своему иногда доказывает, считает хадисы слабыми, хотя другие ученые. Это такая наука, где очень сложно. Откроешь одну книгу, сказал хадис сахих, другой открываешь хадис даиф, да? И разные ученые спорят по поводу хадисов. Поэтому сказать, что только один ученый сказал так-то, нужно смотреть на других ученых, что они сказали по этому вопросу. И часто, скажем, так двояко и так есть. Идти по-разному. Поэтому однозначного сказать бывает очень сложно, часто. Один ученый говорит, хадис слабый, другой приводит и говорит, что, скажем, я вот не пойму, почему сказал, что слабый. Почему он считает его слабым, этот хадис, хотя там нет никаких проблем вообще. Вот так слышу ученых. Он говорит, такой, что сказал, что слабый, да? А другой говорит, что нет вообще проблем. Где он нашел слабость? Все нормально, там, все там, да. Получается, уровень разный у всех знаний, поэтому и подход разный к этим вопросам.